На очередном заседании правительства Молдовы, прошедшем 5 октября 2016 года, был одобрен законопроект, предусматривающий поэтапное увеличение пенсионного возраста как для мужчин, так и для женщин. Начиная с 1 января 2017 года возраст выхода на пенсию для мужчин будет увеличен до 65 лет, а для женщин до 63. Как эта пенсионная реформа скажется на жизни наших людей? Какие цели преследует данная реформа? Об этом мы поговорим в ходе передачи «Пенсия и пенсионный возраст в Молдове» с гостями в студии. Караиван Прасковий, начальником Главного управления территориальной кассы социального страхования. Здравствуйте. Светлана Мироновой, начальником представительства Офиса народного адвоката в Гагаузии. Здравствуйте. И Сергеем Анастасовым, примаром муниципия Камрад. Здравствуйте. Но прежде чем мы приступим к обсуждению темы, давайте сначала посмотрим репортаж, подготовленный телекомпанией АТВ, а потом вернемся, будем обсуждать. Смотрим сюжет. В 63 я умру. Мы не дойдем до этого и не знаем, как будем жить дальше. Это не жизнь, это смерть. Новость о том, что пенсионный возраст подняли на 63 года, всполошила всех людей старшего поколения. Теперь для того, чтобы выйти на пенсию, нашим гражданам придется проработать не менее 34 лет. Более того, пенсионный возраст в нашей стране уравняли. Ранее в реформе пенсионной системы предусматривалось повышение пенсионного возраста к 2026 году с 57 до 62 лет для женщин и с 62 до 65 лет для мужчин. Речь шла о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию, однако решение было изменено. Теперь и мужчина, и женщина будут выходить на пенсию в одинаковом возрасте. 63, это 62, она выйдет на пенсию, женщина. Она быстрее скончается. Надо было хоть 60, чтобы женщина 55, а мужчина хоть 60. До такого возраста не все доживают. Вот моя мама умерла 57 лет. Вряд ли в сельских местностях вряд ли будут доживать. И даже если пенсионный возраст будет понижен, стоит ли ждать его? И можно ли прожить на такие суммы? Я попросила одной женщины 10 лет, чтобы приехала сюда зарплату получать. Это жизнь, не жизнь это. Вот идешь, вот с аптеки я вышел, у меня лекарство стоило 300 чем-то лет. До пенсии мне сколько еще есть, мне не хватит деньги на еду. Первая группа 500 рублей. Что это? Деньги ли? Лекарства взять, а лекарства стоят по 3000, вот сейчас записали. Откуда их возьму? Кушать не надо. Услуги каким? За услуги это даже не хватает. А что делать? Кому пойти? Кому спросить? Пенсионеры постоянно стоят перед выбором – купить лекарства, оплатить коммунальные услуги или поесть, чтобы не умереть с голоду. Ну что ж, уважаемые участники, вот что думают наши жители Камрата, давайте попробуем разобраться. Вот что даст эта реформа нашим людям? Светлана Андреевна. Ну, давайте обозначим несколько плюсов данной реформы и с точки зрения трудового законодательства, с точки зрения социальной защиты. Конечно, не секрет ни для кого, что на сегодняшний день достаточно проблемным является вопрос продолжения трудовой деятельности. И в большинстве своем, когда работодатель узнает о том, что работник достиг пенсионного возраста, либо уже на пенсии, он просто-напросто создает все необходимые условия, в том числе Трудовой кодекс дает такую возможность при сокращении, начинать именно с работников, достигших пенсионного возраста. То есть здесь человек будет продолжать работать, и его никто не сможет вынудить покинуть свое рабочее место. Работать после пенсии? Нет, имеется в виду, что он будет продолжать. Все-таки посмотрите, у нас на сегодняшний день зарплата все-таки больше, чем пенсия. Это
почти всегда, во всех случаях. Поэтому его доход всегда будет выше, чем та пенсия, которую он мог бы получать, если он бы вышел на пенсию. Поэтому теоретически, скажем так, несколько будет более защищен. Вторая возможность – это то, что данный закон, который вступил в силу с 1 января 2017 года, он обещает, по крайней мере, что более прозрачный процесс начисления пенсии, в том числе были изменены формулы для начисления пенсии, и якобы это даст возможность пересчитать в сторону увеличения пенсии. Не знаю, как это будет в отношении каждого конкретного человека, но теоретически так, по крайней мере, объявлялось. Ну и третий положительный момент, все-таки для тех людей, которые будут выходить на пенсию, начиная с 1 января 2017 года, будет дана возможность просить пересчета пенсии, если они, то есть через каждые 2 года продолжения работы, то есть человек должен и работать, и, допустим, получать пенсию, через каждые 2 года он может просить пересчет пенсии, опять же, в сторону увеличения. Закон попытался внести некоторую ясность, естественно, в процесс пенсионного обеспечения. Конечно же, в связи с тем, что это абсолютно новое законодательство, которое только-только мы получили, скажем так, от наших законодателей вступило в силу буквально несколько дней назад, можно сказать. Конечно же, есть очень много вопросов, каким образом он будет работать, каким образом будет поэтапное, точнее, оно предусмотрено, но действительно ли оно будет таким, или, может быть, будет изменено в дальнейшем. Есть вопросы, на которые должно отвечать правительство далее. А вообще, вот какие задачи должна была решить вот эта пенсионная реформа? Ну, ни для кого не секрет, что в Республике Молдова очень сложная демографическая ситуация, и соотношение работающих с пенсионерами критическое, практически 1 к 1. Хотя в более-менее нормальной экономике, более стабильной, да? Это 3 к 1. Да, статистика 1,1, если не ошибаюсь, работающего на одного пенсионера. То есть, не подняв возраст пенсионный ценз, практически невозможно было бы добиваться увеличения пенсии вообще. То есть у нас должно быть больше работающих, чем пенсионеров. Эта реформа решит эту задачу? Частично, конечно же, исходя из того, что человек будет дольше находиться на рынке труда. То есть он позже будет выходить на пенсию, следовательно, пенсионеров как таковых, я не скажу, что будет меньше у нас, но просто-напросто изменится это соотношение частично, и те реформы в области начисления пенсий, возможно, что будут все-таки способствовать увеличению. Спасибо. Прасковья Ильинична, скажите, а сколько пенсионеров у нас вообще в регионе? Какова средняя пенсия на сегодняшний день? И если были повышения за последние годы, вот, если можно назвать сумму? Да, ну на сегодня статистика такая. По состоянию на 1 января 2017 года по Гагаозе у нас 33,4 тысячи получателей. В Камрадском районе 14,3 тысячи. В Чедоронском 13,4 тысячи получателей, в Вулканежском 5,7. Средняя пенсия по республике сегодня 1277 лей, по Гагаузии 1137 лей. Минимальные же размеры пенсии сегодня у нас пенсионеры в минимальном размере получают 948 лей, в сельском хозяйстве 844 лея. Такая статистика. Хорошо, вот какая категория людей у нас получает минимальный, какая вот самые высокие пенсии? Минимальные пенсии мы назначаем тем лицам, у которых есть страховой стаж полный, есть страховой доход, но при расчете у него получается пенсия меньше, чем тот минимум, который установлен законодательством. Поэтому человек получает в размере минимальной пенсии. Все, что получается больше, значит, все в расчете. А вот какая категория людей все-таки у нас получает высокие пенсии? Есть? Ну, до настоящего времени, да, привилегированными у нас считались как бы судьи, прокуроры, госслужащие в некоторых роде, выборные должности, депутаты. Ну вот законом с 1 января 2017 года этот раздел 6, который предусматривал назначение таких пенсий, он исключен. На сегодня это будет более дифференцированно и более прозрачно. Как таковых они будут уходить, эти категории граждан будут уходить на общих основаниях, как и все. И пенсия будет назначаться также. И пенсия, да, будет зависеть от то есть будет доходов и перечисления страховых взносов.
Хорошо. Господин Примар, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, вот 65 лет – это небольшой порог для будущих пенсионеров? Вот ваше мнение по этому поводу? Ну, во-первых, если сравнить среднюю продолжительность жизни, то, что было примерно вообще в сколько у советское нас время, средняя продолжительность 71. жизни? Вот 71? у нас, да, в Республике Молдова в советское время было около 60 лет. Это оно практически так есть, потому что сегодня у нас за 90 лет есть около 50 жителей в нашем городе. И если взять даже сравнить в тех странах, где 80 лет средняя продолжительность, то за 90 лет у них на 25 тысяч населения гораздо больше, там тысячами набирается людей. Но у нас вот на 70 лет средняя продолжительность. Естественно, что средств не хватает, потому что те у нас, кто больше пенсии получает, те, кто виноваты в том, что эти не получают пенсию. Так, к сожалению, это так случилось, что те структуры, которые представляли власти, неправильно относились и к бизнесу. По сути дела, они, на мой взгляд, просто взяли, депортировали из страны тех людей, которые могли бы сегодня создавать рабочие места, открывать, выплачивать больше зарплаты. И по моему опыту, я уже 25 лет занимаюсь, сейчас 1,5 года примаром функций, но до сих пор я занимался также предпринимательской деятельностью. Я все время слышал зарплаты в конвертах, и это бесконечно. Но никто не вдавался с экономистов, а могут ли они быть без конвертов. А могут они быть без конвертов? Да, вот, могут ли они быть без конвертов, чтобы наши пенсионеры получали больше? Ну, давайте мы с вами вместе вот, просто обратимся к социологической статистике. У нас сегодня Молдова производит товары на $3000 на душу населения. Значит, один работающий на предприятии на какую сумму может производить товар? Ребенок не работает, пенсионер не работает. В среднем на $10 000. Это сколько в виде заработной платы он в год может получить. Ровно столько, сколько он получает. Около $2000. Это без учета всех выплат. У нас средняя, по-моему, заработная плата по стране 5600 лей сегодня. Средняя заработная плата. И чтобы больше была средняя заработная плата, нужно увеличить что? ВВП, конечно. У нас самый низкий ВВП, у нас ниже среднемирового гораздо. Среднемировой около $10 000. И поэтому в тех странах, где пенсии есть по 2000 евро, по 1500 евро, там, конечно, один человек, который работает на производстве, производит товары на $100 000. Мы всего лишь на десятки раз меньше. И вот с этого нужно начинать. И второй, может ли, вот отсюда дальше уже идем, можно ли сегодня выдавать без конвертов людям заработную плату, чтобы хотя бы вот этот мизер собирался в нашем национальной кассе страхования, вот социальный фонд, конечно, нельзя. Сегодня есть два варианта. Если с 5000 лей, которые есть средняя заработная плата, выдать чисто по закону, то работающий получает на руки чуть более 2000 лей. То есть половина уходит на... Естественно, что за такие средства... Это хорошая зарплата или средняя, маленькая? Нет, в Молдове средняя зарплата. Есть 10 000, есть 2000, но средняя 5600 лей сегодня. С этой суммы максимум 2600-2800 лей получится на руки именно по белым, если мы по закону работаем. За эти деньги наш работник не работает, он садится на поезд, едет в Москва, Рига, Европа, Турция. Если наши предприниматели умудряются их удержать и выдать в конвертах, они получают 3500 лей на руки, до 4000. В этом случае они работают в этой стране. Вот вопрос, что нам выбрать, чтобы они уехали или все-таки выдавать в конвертах. Поэтому вот эта проблема, которая сегодня поставлена и новым премьер-министром, потому что за вот этот 1 год есть очень много преобразований, и мы видим, что есть желание, видимо, премьер-министр, наверное, тоже с бизнеса пришел. И это очень хорошо, поэтому буквально на заседании правительства были с Владимиром Петровичем, вот буквально 2 дня назад, именно по изменению по части налогообложения. А скажите, вот налоговая система влияет на размер пенсии в нашей стране? Естественно, потому что сегодня наша налоговая система это как налог на налог. То есть получается, как у предпринимателей сегодня двойная бухгалтерия, так и у государства двойное налогообложение. Если мы сегодня даже исчисляем вот фонд заработной платы, начисленную сумму сначала плюсуем то, что должно предприятие якобы заплатить, там 26, потом начинаем плюсовать на то, что уже набралась сумма, то есть не с той первой суммы, которую получил работник на руки. Если он получил на руки 3000 лей, значит туда нужно отдельно плюсовать 4,5% социальные, еще 4,5%, но все время с 3000. У нас налог на налог. Еще и в конце и НДС 20%,
он тоже идет на заработную плату. Хотя бухгалтера говорят, ну это же возмещается вам. Кем возмещается? Тем же, кто работает у тебя, потому что он является уже покупателем. И покупая товар, он опять же выплачивает еще 20%. И в итоге имеем, что Скажите имеем. нам, как живут сегодня наши пенсионеры в нашем городе? Как они живут? Мы прекрасно знаем, как они живут, потому что у нас каждый день, ежедневно, Есть у нас социальные службы? Есть социальные службы. Буквально на сегодняшний день мы выдали 650 пакетов на храм города. Помощь мы увеличили с 300 тысяч резервного фонда на 600. Мы понимаем, что есть категории, там, где нету рядом детей, есть свыше 80 лет возрастом, потому что всех мы никак не можем охватить с нашим мизерным бюджетом. Для этого есть бюджет социального страхования, потому что у нас в каждом городе все думают, что все, что творится в городе, и все, что нужно выплачиваться, должно именно при море заниматься. Многие не знают, что пенсия не при море выдается. Поэтому мы в меру своих сил помогаем тем людям. Мы стараемся сделать все для того, чтобы эти люди зимой не замерзли дома от холода. Рядом нету никого. Есть 10 или 11 социальных ассистентов у нас, вот они за ними наблюдают. Есть дом престарелых у нас, там, где люди остаются без жилья, без крова. Мы их тоже принимаем. В этом плане уделяется в городе. И уделялось и ранее. То есть большое внимание. И каждый год мы увеличиваем это. Спасибо. Мы провели опросы среди молодежи, чтобы узнать их мнение на сей счет. Давайте посмотрим этот репортаж и дальше продолжим нашу дискуссию. Смотрим. Ребята, вы задумались о том, что вот вам тоже когда-то придется выйти на пенсию, и вот как вы рассчитываете, что работа? Да, мы задумаемся, конечно, выйти на пенсию, но я не знаю, в нашей стране, скорее всего, это как-то для меня не ассоциируется с тем, что можно было как-то остаться здесь для нашей пенсии, потому что наша пенсия, она недостаточна. Выйти на пенсию в 63, когда люди берут на работу до 35 или до 40, да, можно еще найти людям работу. Какой стаж будет у человека в 63 года? Потенциал рабочего человека, мне кажется, что до 45 лет. Тут после 45 лет у человека тело устает уже, он не сможет работать в полную силу. Да, если он будет приходить, он будет работать в эти 50 лет, он будет приходить домой уставший, пока выспится, пока придет в себя силы, придет на работу, он опять будет убивать себя. Человек будет убивать себя. Зачем это? Я даже не знаю, что вам сказать, почему, потому что, честно говоря, я не знаю, у меня нет никакой уверенности в нашем государстве, я честно вам говорю. Почему? Потому что каждые 4 года, когда меняется президент, что-то происходит новое. Обязательно задумываюсь об этом, потому что где мы будем работать, это зависит наша пенсия. То пенсионный возраст будет увеличиваться с каждым годом, но наши люди не доживают до этого возраста. Они просто, не имея условий, умирают раньше. Кстати, я по инвалидности пенсионер, получается, молодой, да. Попал в аварию, в 2004 году попал в аварию, за границей в России был. Я благодарю, что выжил, все нормально. Здесь поставился на группу и получаю мизерная пенсия была. 135 лет. Ну что ж, о пенсионной реформе говорится много, говорится давно, но конкретные шаги стали делать только сейчас. Из опроса следует, что молодежь не очень-то верит, что можно дожить до этих лет при таких условиях. Вы как думаете, насколько молодежь наша права? Ну, давайте скажем, во-первых, что каждый человек делает самого себя. Раз. То есть нечего, извините, напомню басню Крылова, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Считается на сегодняшний день, что самая лучшая инвестиция – это инвестиция в самого себя, в свое здоровье. Поэтому если мы будем заботиться о своем здоровье, заниматься, в конце концов, спортом и так далее, да, то мы сами сможем теоретически продлить свою жизнь, да, и рассчитывать, что все-таки эта пенсия придет, во-первых. Во-вторых, конечно же, необходимо отметить, что, к сожалению, чувство патриотизма
то, которое, ну не знаю, по крайней мере, когда-то взращивалось в детях, да, в школе, на сегодняшний день оно испытывает проблемы. Сегодня большая часть молодежи уезжает из страны, не верит ей. Конечно, есть на это обоснованные претензии, все можно объяснить, но тем не менее стоит попытаться изменить хоть чуточку жизни в стране самостоятельно. Каким образом, если нет рабочих мест? Каким? Знаете, сегодня, приведу один из примеров, когда, извините, можно стать миллиардером на только каком-то маленьком открытии. Тот же Gillette, извините, который изобрел одноразовую бритву. То есть фактически места рабочие можно создавать и самостоятельно. Да, при этом необходимо, чтобы государство все-таки, действительно, я здесь поддержу Сергея Ильича, чтобы изменило налоговую политику для того, чтобы дать возможность, в том числе молодежи, заниматься предпринимательской деятельностью. То есть тот, кто ищет, тот найдет. И не так уж и плохо, скажем так, в нашем государстве, чтобы действительно срываться с места. То есть можно искать и нужно искать возможности для того, чтобы усовершенствовать. Во-вторых, это касается в том числе, конечно, и доступа к влиянию на процессу принятия решений на каждом уровне, как начиная с законодательного уровня, так и заканчивая местными органами власти. То есть делать все возможное, чтобы повлиять на власть и действительно изменять как трудовое законодательство, так и создавать рабочие места. Посмотрите, в той же Гагаузии, в том же Камбрате планируется тот же промышленный парк, который создаст, ну, по крайней мере, обещание, которое сегодня было озвучено. Что делается? Минимум сколько? 2000 рабочих мест, это уже это что-то, то есть надо работать. И надо требовать со своих избранников, народных избранников, те, которые имеют эту возможность, компетенцию, действительно заниматься данными вопросами. Господин Примар, ваше мнение сегодня по поводу молодежи? По поводу молодежи сравнить даже с нашими временами, у них времена гораздо лучше. Если привести даже улицу, где мы строили сами себе дом, и на улице 60 домов и всего лишь 2 автомобиля. Сегодня в каждом доме по одному автомобилю, мобильный телефон. Ну, много не заработано у нас в стране. К сожалению, в этом плане я тоже могу рассказать свою историю успеха в этой стране, которая тоже длилась более 20 лет. Если даже я пытался, где-то что-то получалось, но в основном меня от работы отвлекали всегда какие-то структуры. Начиная 20 лет назад, 25, только я что-то делал хорошее, тут же появлялась какая-то гвардия, которая запрещено. Они так не говорили, но вы нарушили. И это, к сожалению, еще по сей день длится. Сегодня, пока не начнем мы играть в футбол, с одной стороны правительственные, другие стороны народ, и будем играть в оба ворота, сегодня играть пока в одни ворота. Поэтому с молодежью я согласен с тем, что сегодня они боятся что-либо начинать делать здесь. Они только начинают, у них обязательно возникнут проблемы. То есть поэтому сегодня без развития экономики, без изменения, без любви, в конце концов, своего народа. Кто это должен делать? Это все должен делать сам народ. Правильно, я со стороны согласен здесь. Люди это должны перестать выходить на митинги, которые несут под собой не экономические преобразования. Мы сегодня должны выходить на митинги и заставлять правительство менять законы. Нас устраивают вот такие-то законы. Они есть в такой-то стране. И вот за этим должны выходить. И сегодня он должен, сам народ, давайте возьмем до 2000-х годов, какой процент относился хорошо к предпринимателям? Очень маленький. После Советского Союза, развала, буквально 10-15% нашего населения говорило о том, что предпринимательство это хорошо. Остальные, их нужно, там чуть ли не, они налоги не платят, все проблемы с ними. Сегодняшний день процент изменился уже, он где-то 50 на 50, то есть. Но людей не осталось. Пока он изменился, люди-то уехали. Людей можно вернуть обратно? Можно вернуть обратно, нужно поменять один раз закон и больше не менять, и в пользу только предпринимателя. Работодателя нужно сегодня охранять с автоматом в руках. Ни один чиновник, никакого ранга сегодня не может помешать сегодня любому работодателю. Он гораздо выше должен быть по статусу и рангу. Тогда у нас начнутся и рабочие места. Потому что я за то, чтобы и промышленные парки строили здесь, я за то, чтобы... Но в первую очередь, когда я увижу, что наш народ, который выезжал буквально 10 лет назад, 20, он начал возвращаться сюда, который здесь родился, который здесь корнями вырос.
Вы представьте себе, что он здесь имеет родителей, у кого живые, у кого он похоронен, и он сюда не возвращается. Как может приехать сюда иностранный инвестор, который здесь вообще его ничего не держит? То есть, что мало мест, куда можно инвестировать. Поэтому сегодня вот эти старания, которые есть в нашей Грузии автономии, я их вижу. И на словах я вижу, как и Вадим Петрович, и Инна Федоровна, и мы все сидим. Любой метод, но параллельно к этому нужно немного менять законодательство, чтобы оно было как бы не безопасным. То есть Но было, у вас есть и свой да, законодательный безопасным орган, было. которые могут что-то изменить. Местные власти ничего не могут изменить, это все на У них есть уровне право парламента. законодательной инициативы, которая обращается в парламент, и парламент уже рассматривает. Но пытаться стоит. Пытаться мы, естественно, что мы А пытаемся. что-то пытались вот именно в этом вопросе пенсионной реформы? Нет, дело в том, что в области свои законы местные принимать Народное собрание не вправе по пенсионному обеспечению. Это делает только парламент. Но здесь Народное собрание, если имеет какие-то предложения конкретные, обоснованные, то оно готовит законодательную инициативу и отправляет в парламент. Парламент уже принимает решение, рассматривать эту законодательную инициативу или не рассматривать. То есть чаще всего наши инициативы, я имею в виду вот, Народное собрание, они не рассматриваются только из-за того, что недоработаны. То есть здесь немножечко другая проблема правотворчества, которую должны Я добавлю, что здесь можно изменить только одно: увеличить производство товаров и увеличить средства в бюджете. После этого можем говорить о увеличении каких-то пенсий. А если сегодня рассматривать вопрос, сначала увеличить. Да, как один из политиков, не буду говорить, но выступал по телевидению, говорил, кто-то украл его идею поднять пенсии людям. Это я когда услышал, я был расстроен вообще. Хорошая идея. Мы все знаем, что пенсии должны быть подняты. С чем, откуда? Вот этот вопрос должен исходить. В кармане есть 100 лей, значит мы потратим 100. Не можем. Надо все делать для того, чтобы в кармане, казне, то есть нашей страны, было 200, 300. Тогда уже можно говорить о поднятии пенсий. Госпожа Караевна, скажите, вот вы как считаете, есть ли какие-либо исключения из общих правил в этой реформе? Может быть, для многодетных матерей предусмотрены какие-то льготы? Есть что-то в этой реформе? В данном, введенном с 1 января 2017 года законе есть статья, регламентирующая, что матери, имеющие 5 и более детей, могут выйти на 3 года раньше пенсии, чем стандартный возраст 63 года. Раньше даже мы отказывали лицам, у которых не было требуемого стажа, 30 лет. На сегодня эта планка снижена до 15 лет, поэтому есть возможность этим... То есть есть какие-то льготы, да? Да, мамочкам выйти на 3 года раньше, чем стандартный возраст. Вы сказали мамочков, которые имеют сколько детей? 5 и более детей. 5 и более детей. Воспитавших их до 8-летнего возраста. И есть многодетные? Есть, пока еще есть. А скажите, пожалуйста, вот этот законопроект уже принят, да? Были какие-то публичные слушания? У нас, может быть, у нас есть совет старейшин. С кем-то обсуждались эти вопросы у нас в Гагаузии, в Кабрате? Ну, скажем так, это не тот уровень. Давайте определимся. А что касается слушаний, они на уровне министерства что-то проводилось, но, по крайней мере, было озвучено о попытках изменения в октябре. Фактически в декабре этот закон о внесении изменений уже был принят, 290-й закон, и с 1 января вступил в силу. То есть достаточно краткий срок для внесения изменений был. А с чем это было связано, что так кратко, быстро? Ну, давайте не будем забывать о рекомендациях Международного валютного фонда. То есть это рекомендации? Это в том числе рекомендация. Почему? Потому что Республика Молдова получила достаточно существенный помощь, финансовую помощь для проведения реформ и в том числе выполнения своих социальных обязательств. Эта помощь пришла, и одно из обязательств было пересмотреть, скажем так, законодательство свое, социальное законодательство. Ну и второе, то, что мы говорили, что демографическая проблема, она для нас очень и очень острая, для Республики Молдова. Просто-напросто действительно в системе денег нет. Господин Примар, скажите, вот совет старейшин у нас есть, да, в городе, вот они какую-то помощь оказывают нашим пенсионерам? Ну, совет старейшин часто правильно указывает, где находятся наши, не то что пенсионерам помощь никто не может оказывать, кроме государства, потому что это огромные средства, это десятки миллиардов лей, которые нужно выплачивать. У нас армия пенсионеров. Ну, не обязательно денежную, может,
какую-то другую помощь. У нас, чтобы все поняли, в каждом городе, есть, вот, в Камрате есть, к примеру, 5000 пенсионеров. Даже если мы выплатим по 1000 лей один раз, то есть это 5 миллионов лей. Тогда, когда мы выделяем всего лишь 1 200 000 на помощь тем людям, которые дома лежат, нет рядом детей, никого, вот ту помощь Приморье может оказывать. И то город Камрат по сравнению с другими городами, она оказывает процентно гораздо большую помощь, нежели другие города. А если мы поговорим о селах, то там даже на душу населения этого нет. Потому что сегодня в стране, несмотря на то, что и денег нет в стране, говорят о том, что у нас слабенький бюджет. Но давайте мы опять же вернемся к статистике. Если у нас Республика Молдова, сегодня бюджет вместе с пенсионным со всеми около 50 миллиардов, то каждый, это на душу населения у нас получается где-то 15 000 лей на одного человека, то наши села Приморье имеют всего лишь 10%. Проблемы какие где? 60% дорог находится местных, из 100% 10 000 километров дорог в Республике Молдова. Из них 6 000 там местные дороги. Дальше у нас детские садики, у нас школы у нас уже нет. Но вот эта сумма даже 10%, которая 10-15 максимум, она не решит те проблемы, которые есть в населенных пунктах. У меня такое ощущение, что наша страна это не села, города, это не наши пенсии, это институты власти. Поэтому получается, что нельзя делить сегодня, даже если я имею предприятие или не имею, я не могу охраннику сегодня или тем службам платить 90% или 80%, а остальным всего лишь 10-15%. Те, которые работают, что проблемы нужно решать. И проблемы взять экологические в городе, в селе. Те же собаки, уют, приют собакам тоже у нас. Очистные сооружения, местные дороги, это все самые дорогие вещи находятся в городах и селах. Даже если вот так разделить, то у нас непропорционально отдельный бюджет. Поэтому пенсионерам уже потом уделяем внимание. Да, пенсионерам компенсируется, потому что у нас 36 миллиардов, по-моему, это бюджет, который вне пенсии, вне медицинского страхования. Это отдельно. То есть вот даже 36 миллиардов вот оттуда частично уходит на компенсацию, потому что не хватает этих 9 миллиардов, чтобы выплатить всем пенсии в целый год. Но даже вот эти миллиарды, там все равно 10 000 лей на душу населения, не учитывая пенсионеров. А если у нас нельзя же, нельзя же сегодня местным городам, селам оставлять, скажем, 1500 лей на душу населения из 10 000. А есть у нас пенсионеры в городе, которые живут сами, одни и некому им помочь? Нет сами, детей рядом. Если с возрастом за 80 лет, нужно правильно понять, потому что пенсионеров всего 5000. Даже если детей нет рядом, но люди еще здоровые, они, несмотря на то, что пенсионеры, то есть они себя нормально чувствуют, то есть, но за 80 лет мы уже за ними, или лежачие, за ними есть уже уход. То есть в любом случае мы или лежачие без разницы какого возраста, инвалиды. Но если человек здоровый, и даже в возрасте до 80 лет, то есть он не нуждается. Не всем нравится, когда кто-то дома ходит и приходят люди самостоятельно. В том числе и мой отец, 84 года, он тоже не нуждается в посторонней помощи. И даже если я ему предложу какую-то помощь, он откажется от этого. То есть он еще работает, Он хочет работать. Он будет работать до последних своих дней. Ну давайте сейчас я предлагаю посмотреть историю пенсионера, проживающего в Камрате, а после продолжим наш разговор. Смотрим репортаж. Михаил Васильевич Патраман – житель города Камрат. Родился в 1928 году. После службы в армии долгое время работал комбайнером в колхозе, потом слесарем на молочно-товарной ферме, затем снова в колхозе. На пенсию он вышел в возрасте 60 лет. В этом году ему исполнится 89. Несмотря на это, перед съемкой этого репортажа мы увидели, как хозяин дома чистил во дворе снег. Это очень порадовало нашу съемочную группу. В таком возрасте наши пенсионеры еще бодрствуют. Я работал и фирма, слесарем, везде я работал. Общий трудовой стаж у Михаила Васильевича составил 41 год. Он довольно большой, а вот пенсию он получал и продолжает получать мизерную. Когда я вышел на пенсию, тут 99 лей. Сейчас у вас сколько пенсия? 1100 лей пенсию.
Вы эту пенсию на что тратите? Я трачу на еду, В первую очередь. второй на топливо. Можно ли прожить на пенсию в 1100 леев при нынешних рыночных ценах, когда уже нет сил ввести свое хозяйство, прокормить живность, ухаживать за огородом, как это бывало раньше? Но тем не менее пенсионер показал нам небольшой свой огород, которым он пытается прокормиться, насколько это возможно. Вот мой огород. Я когда был в Шило, поставил виноградник и работал как мог был. И делал свое вино собственное. Пил, когда желал по стакану. Даже кто приходил ко мне, угостал по стакану. Вот у меня было хозяйство вот тут. Было чем заниматься. Был овцы, куры, лошадь даже был, корова был. Рядом с Михаилом Васильевичем живет дочь, которая ухаживает за ним, стирает, убирает, кушать готовит и помогает по хозяйству. Живет пенсионер в маленькой комнатушке, чтобы не тратить много денег на отопление. Живу в этой комнате, маленькую, экономная на топливо, потому что не хватает на топливо. Хорошо, что она возле меня, а если бы никого не было бы, как бы я жил? Вот так живут в среднем пенсионеры Камрата. Хорошо еще, если рядом с ними живут дети, которые помогают. А если пенсионер одинок, то он, конечно же, вынужден существовать на ту пенсию, которой еле хватает до следующего месяца. Поможет ли изменить ситуацию пенсионная реформа, покажет время. Ну что ж, давайте продолжим. Тема наша пенсия, пенсионная реформа. Скажите, вот вы смотрели репортаж, да? Вот этим пенсионерам, которым больше 80, чем 80, как Примария им какую помощь оказывает? За 80 у нас всегда особо. И сколько их у нас за 80? У нас за 80 около 480 человек в городе. Угу. Почти 500 человек. За 90 53 человека. В прошлом году было 44, в этом году 53. То есть начало года. За 100? За 100 у нас, по-моему, 1 или 2. Очень мало, да, очень мало. Но если речь идет о 80 и выше, инвалиды первой группы у нас есть, и хлеб бесплатно выдается этим категориям. И каждый год, где нет на отопительный сезон, мы выдаем по сладометру дров. Это, если взять, каждый год увеличивается количество выдачи этих дров, потому что в этом году даже многие пенсионеры обратились о том, что у них печек нету, мол, есть газом топятся. Поэтому мы решили немножко пересмотреть, может быть, даже вместо дров средствами выделять той категории, где никого рядом нет, вот, чтобы они могли или дрова купить, или газа, потому что, честно говоря, от этого не имеет никакого значения, просто средств катастрофически не хватает. Конечно, если говорить о повышении пенсии, Примария, это две разные вещи, никогда в жизни ни один бюджет, ни одной Примарии этого сделать не сможет, никогда. Поэтому даже один раз в месяц выплатить по 1000, это уже 5 миллионов лей. Но вы выплачивали, да? Примария выплачивали? Мы за 90 лет выплачивали по 1000 лей тем, которые материальную помощь. И что мы могли сделать, еще увеличить резервный фонд. У нас он всегда был 300 тысяч, который мы в этом году приняли решение 600 тысяч. То есть, чтобы больше помогать и онкобольным, потому что у нас к нам обращаются очень часто онкобольные, и мы никому не отказали ни в прошлом году, а в этом году просто хотим увеличить и сумму, то есть помощи, потому что даже 2000 это мало, тем больше. Поэтому в этом плане мы работаем, мы не оставляем, даже если, не дай бог, кто-то остается без никого, мы его одного тоже не оставим, у нас есть дом престарелых, мы туда обязательно примем, потому что есть у нас многие категории, где переписывают свои дома на детей, но сами хотят жить в доме престарелых. Такое у нас тоже неприемлемо, потому что дом престарелых это что означает? Когда человеку действительно некому передать ни имущество, ничего, потому что у нас там тоже около 30 мест. А пенсионеров опять же 5000. Поэтому мы всегда должны иметь 1-2 места. Там мы тоже увеличили, было 18 у нас стоит, сейчас 26. То есть мы всегда у нас в таком режиме работают, скажем, на 90%, всегда 10% мест мы оставляем только для тех, кто, не дай бог, что случится, и нам нужно будет куда-то принять.
В этом Спасибо. плане. Вот скажите, многие уезжают, да, работающие дети уезжают, оставляют этих родителей, пенсионеров, вот, которые уже мы, как здесь работающие, должны содержать, да, так получается. Вот ваше мнение о том, насколько это вот правильно и насколько это справедливо? Мы их не содержим, их дети содержат, он раз говорит. Эти дети работают за границей, они не платят налоги. Нет, они отправляют своим родителям по 100-200 евро, и благодаря этому эти родители живут. Вот, человек, с одной стороны это да, а мужчина, с другой стороны? Нет, со всех сторон. Мужчина в возрасте 80 лет, он сказал, что у него пенсия 1100 лей. Естественно, что дочка помогает, будь она здесь, либо будь она за рубежом. И они живут благодаря этому, потому что сегодня минимум нужно 2-3 тысячи лей. Вот эти 2000 лей дополнительно к тому, что получает дедушка, значит, это его дети. И так у нас по всем нашим пенсионерам, по крайней мере, 70% пенсионеров именно так. Те, которые в колхозах работают, вот те, которые есть пенсионеры еще, которые еще сами работают, зарабатывают. Это тоже имеет место. То есть либо сам себя дополнять своей пенсии, либо дети. Из двух одно, но не государство, потому что государство больше этой суммы она не имеет. Откуда выдать? Но здесь вопрос касается немножечко другого. Это то, что своими отчислениями они пополняют пенсионный фонд, страховой фонд, и тогда возможно было бы, допустим, говорить. Если бы они если бы ДК бы, значит, мы на сегодняшний день то, что имеем, да, вот то количество работающих конкретно в Республике Молдова, то количество пенсионеров конкретно в Республике Молдова. Что касается тех случаев, когда люди выехали, находятся на постоянном месте жительства за рубежом, их фактически пенсионное обеспечение социальное, оно регулируется межгосударственным соглашением. Если вдруг он вернется, то, опять же, благодаря соглашению Молдовы с той страной, он будет получать пенсию уже здесь. И, в принципе, по нашим законам еще добавок. Так что здесь вопрос, да, может быть, даже эта сумма будет но и меньше. Надо понять, что в двух местах он не может платить. Нет, только в одной стране. Он же не может заплатить там, где он работает, получает налог, и еще Республики Молдова. То есть здесь комплексное это безысходное положение. Да, это и, конечно же, и создание экономической привлекательности Республики Молдова для инвестирования в экономику, для создания рабочих мест. Естественно, что это слишком много, это в том числе и налоговая, новая пересмотренная налоговая политика, для того, чтобы иметь возможности улучшать уровень благосостояния всех граждан. То есть возвращаемся к тому же, к экономике. Госпожа Карайван, скажите, вот реформа предусматривает минимальный стаж 17 лет, да? Что будет с теми гражданами, которые на момент достижения стандартного пенсионного возраста не будут иметь такого трудового стажа? Будут ли выплачиваться им какие-либо социальные пособия? Для лиц, у которых достигли пенсионного возраста, но не будет требуемого стажа, для них предусмотрено социальное пособие. Поэтому совсем без ничего они тоже не останутся, конечно. То есть можно не работать, но пенсия все равно будет? Нет, оно будет не пенсия, это будет социальное пособие, оно намного ниже, чем пенсии, но для поддержания жизни все равно предусмотрено. Но у нас минимальная пенсия 1000, вы сказали 200? 948 у нас сегодня минимальная пенсия по возрасту. Социальная пенсия по возрасту 142 лей. Вот где-то в этих пределах, ну, с учетом всех индексаций, возможно, не знаю, когда человек достигнет этого возраста, ему будет назначено социальное пособие в том размере, в котором оно будет предусмотрено законодательством. В каждой стране так. Если заработная плата средняя, скажем, в Соединенных Штатах $1600, то социальное пособие около 400. Но там также социальные пособия есть и для безработных, но есть и те, которые уже за возрастом пенсионным, там уже немножко другая. Но они могут на эти пособия прожить, да? А мы здесь можем, наши люди? Благодаря нашим детям, и тому, что наши пенсионеры даже после пенсии работают не меньше, благодаря этому, да. У них немножко по-другому. Если они доработали до пенсии, то они знают, что пенсия у них стабильная, и за счет пенсии они еще содержат своих детей. В тех странах, где развита экономика. А где экономика как у нас, то точно как у нас здесь. Далеко даже не идти, у нас соседние государства есть. Это сегодня минимальное пособие в Румынии сколько? 180 евро. Наши многие ездят в Галац покупать продукты питания.
цены такие же. То есть поэтому ВВП страны 14 тысяч долларов, у нас 3. Все отсюда зависит. Это не зависит от того, что мы это самая бедная страна в Европе. Мы сейчас назвали Болгарию и Румынию самой бедной. Про те страны мы уже не говорим, потому что они бесполезны, говорят, они уже далеко впереди. Поэтому нам нужно единственное возвращаться опять же к тому, можем обо всем здесь говорить, и о культуре, и о пенсиях, и о чем угодно, и о дорогах, обо всем. Но, к сожалению, ни одна страна без экономических преобразований, она не развилась. И все страны, которые в последнее время мы следили за развитием, даже возьмем Российскую Федерацию, в 2004 году, когда шли реформы экономические, налоговые, когда Владимир Владимирович Путин с папкой сам ходил, открывал предприятия. Очень сложно было в тот момент. Никто не следил за тем, что произошло в этой стране. Тогда до 15 миллионов рублей, то есть российскими, был единый налог у них, кроме соцвыплат. То есть налоги были на заработные платы, все отчисления были. Но чтобы бюрократам немножко остановить их пыл в России, потому что коррупция там не меньше развита, чем в нашей стране, то сделали фиксированный налог с оборота. И кроме вот этих выплат на заработную плату был всего лишь один налог от 3 до 7%. И вот тогда и пошло экономическое развитие страны. 4600 долларов тогда валовый продукт был, через 10-15 лет около 20. И здесь уже ни при чем ни «Газпром», ни другие. Потому что наши люди, когда едут на заработки в России, куда они едут? Они не в «Газпроме», никто из них не работает. Они работают в частном секторе. Я ни одного не знаю, который работает в тех компаниях. Это редкое время. Поэтому экономика тоже восстановилась благодаря вот таким неординарным действиям. Это должно быть и в Молдове сегодня. Спасибо. У нас есть еще один хороший пример, как живут пенсионеры уже в соседнем районе. Давайте посмотрим и потом уже подведем итог нашей передачи. Смотрим репортаж. Читая газеты или же просто разговаривая между собой, посетители многофункционального центра рекунаштинцы города Басарабяска проводят свое свободное время. Те, кого не пугают новшества, смело сидят в социальных сетях и занимаются на тренажерах. А в этом кабинете образовался кружок по интересам. Женщины проводят вместе практически весь день. Мы образовали сами ансамбль, который называется «Радуга». У нас для него есть костюмы специальные, которые мы выступаем по праздникам. Здесь мы собираемся, репетируем песни. Также мы здесь еще и вяжем, шьем, из бисера делаем. Проводим здесь день рождения сами. Даже свадьба была. У нас мы отмечаем, людям было по 60 лет. В общем, мы здесь сообщаемся, нам очень интересно. По словам пенсионеров, то, что они целый день могут находиться в коммунитарном центре, позволяет им хоть немного экономить пенсию. Я в центре занимаюсь рукоделием. Вяжем, купаемся, стрижемся. Я, в общем-то, больше греться хожу, дома холодно, не то, отопления нет, мерзнем. Если будешь топиться, значит, кормиться нечем будет. Даже вот подстричься, если идти в город, это очень дорого. А помыться, постираться, еще и когда кормят нас, очень даже хорошо. По нашей пенсии это просто, чтобы мы не умерли быстро. Как отметила директор центра рекунаштинцы Валентина Николаева, всем посетителям социального учреждения предоставляется широкий спектр услуг. В первую очередь питание. Мы каждый месяц кормим по 30 человек ежедневно. Потом социально-гигиенические услуги. Это душ, стирка, это парикмахер. И, конечно, что еще человеку нужно? Общение. Поэтому у нас есть внепрограммные мероприятия, это культурно-массовые мероприятия, это праздники. Многофункциональный коммунитарный центр рекунаштинца города Басарабяска ежедневно посещает порядка 50 человек. Ну что ж, давайте подведем итог нашей дискуссии. Скажите, вот принятая реформа принесет людям пользу? Вот как вы считаете, Сергей Ильич?
принята реформа частично, на немного можно будет поднять пенсию тем, кто старше тех, кто еще не вышел на пенсии. Но в глобальном, конечно, это будет сложно сделать, как я и говорил ранее, без экономических преобразований. Это практически невозможно. Сегодня нужно всем понять, что относиться нужно к работодателю так, как он заслуживает. И вот в этом случае только начнутся поступать средства не только на пенсионный фонд, но и в развитие нашей экономики. Потому что пенсия зависит не только от того, что его назначают, начисляют, а зависит от хороших дорог. Есть хорошие дороги, приезжает инвестор, работает здесь. Нету их, инвестора нету пенсии, нет отчислений. Это один организм. Поэтому, на мой взгляд, незначительно, но шаг, думаю, что он правильный, потому что нет другого варианта. Как мы вот заслуженно работали, так мы заслуженно живем. Светлана Андреевна, что от этого выиграет простой пенсионер, скажите? Или будущий пенсионер? Будущий пенсионер. Давайте скажем, определимся с того, что любая реформа, она всегда воспринимается болезненно, потому что мы к чему-то новому привыкаем. Ну, выходили на пенсию 62-57, выйдем на пенсию 63, а может быть и 67. Если доживем, да? Ну, давайте все-таки будем оптимистами, а то сразу так испугались. Доживем мы, в конце концов, и будем жить. Вот и все. А действительно, посмотрите, здесь мы отмечаем, что по многим показателям будущие пенсионеры будут защищены. Я вот не сказала вначале, сейчас отмечу еще, что женщинам, точнее родителям, законным представителям лиц, детей с ограниченными возможностями, у них будет наконец-то учитываться страховой стаж до достижения ребенком 18 лет. Это очень большой прорыв, потому что большая часть мам, которые ухаживали за своими детками, им страховой стаж не засчитывался вот за период, начиная с 99 года. Сейчас уже будет. В том числе изменились размеры пенсии по случаю потери кормильца, то есть тоже достаточно серьезным прорывом будет являться. Поэтому есть много положительных моментов, а то, что есть отрицательно, просто-напросто оно будет со временем меняться, дополняться, и думаю, что в итоге эта реформа принесет положительные плоды. Простая женщина. Ваше мнение? Да, я согласна со Светланой Андреевной. На первый взгляд, да, кажется, что это очень страшно, это очень. Но, тем не менее, действительно, данное законодательство имеет свои преимущества. Есть много, вот на первом этапе есть какие-то продвижения, даже тем же мамочкам, которые мы не засчитывали в стаж ухода за ребенком-инвалидом только до 99 года. Сейчас мы уже будем это засчитывать и за пенсионерам старше 75 лет. Есть много моментов, когда есть хорошие в данном законодательстве. Посмотрим, что и как будет дальше, но я думаю, что ничего страшного не будет, если каждый будет сегодня работающий, да, скажем, человек, будет более ответственно относиться к вопросу отчисления страховых взносов. Возможно, к моменту наступления пенсионного возраста он будет иметь приличную доступную пенсию. Спасибо. Я благодарю вас за участие в программе, и наша передача подошла к концу. И как уже принято у нас, я хочу попросить вас ваши рекомендации или советы для молодежи, для будущих пенсионеров, или просто нашим телезрителям. Ну, тут очень актуально пожелать здоровья. Просто-напросто крепкого здоровья, оптимизма и веры в хорошее будущее. Да. Господин Кумар, ваше. Быть более ответственными перед их родителями. Их родителям было гораздо сложнее, они их растили, работали за них, поэтому сегодня они гораздо находятся в намного лучших условиях, поэтому быть более ответственными, относиться к своим родителям адекватно. Вот это мое единственное положение, рекомендации. Спасибо. Государству все-таки немного ответственность за выплаты пенсии, вот пособий возложить немного и на работников, не только на работодателей. Потому что сегодня за все несет ответственность работодатель. Это неправильно. Если я работаю, я должен думать сам о своей пенсии. И со своей заработной платы я должен выплачивать сам.
Спасибо. Пенсионная реформа в Молдове началась еще в 1998 году. Возраст выхода на пенсию для женщин был увеличен до 57 лет, а для мужчин до 62. Предполагалось, что к 2008 году пенсионный возраст достигнет 60 и 65 лет. На практике этого так и не произошло. Еще одну попытку правительство предприняло в 2011 году, но реформа забуксовала. В октябре 2016 года изменение пенсионной системы, в том числе и повышение возраста выхода на пенсию, требует Международный валютный фонд в рамках антикризисной помощи стране. И правительство Молдовы взяло на себя такие обязательства. Вы смотрели передачу «Пенсия и пенсионный возраст в Молдове». Я еще раз благодарю своих участников. Спасибо вам, что вы нашли время, пришли за интересную беседу. Программу провела Елизавета Ротарь. До встречи в эфире.